Многие жители республики, в частности девушки, очень любят головные уборы, которые отделаны натуральным мехом. Буквально несколько лет, как в тренде, появились платки, которые отделаны, допустим, соболем либо норочкой. Это очень удобно, это очень красиво и очень колоритно. Сегодня мы решили посетить мастер-класс у мастерицы. Это Виктория Слепцова. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. И Виктория научит нас, как мы можем сделать и такой вот платочек, собственно говоря, в домашних условиях. Правильно? Правильно. Виктория, что нам потребуется сегодня для того, чтобы взять вот такой уникальный головной убор? Нам потребуется вот такой покупной платочек. То есть это готовый? Да, готовый. Ой, какой он приятный. Это шерстяной, то есть будет теплый у нас платок. Да, двойной. Угу. И, собственно, и мех. Мех. То есть мы сегодня работаем с чем? Норка. Норочка. Это вы приобретали специально где-то кусочек? Нет, или как? это отрезали подол норковой шубы. Угу. И вот остаток будем шить на платке. То есть ничего не выбрасываем, да? Шубку Да. укоротили, подкоротили, но кусочек пригодится. Я смотрю, вы уже что-то заранее вот подготовили. Для чего вы это сделали? Да, мы растянули, зашили, растянули, чтобы мех распушился и чтобы все ровно было. Как вы растягивали? Можно показать процесс этот? Можно водичку. Ага, водичкой. Простой водичкой. Берем вот так и можно пройдемся. переборщить или нет? Да, можно. И что будет в этом случае? Тогда будет рваться. Надо тогда умеренно, да, это Да, все да. делать? То есть немного водички и вот так растягиваем. И вот пальчиками вот так растягиваем и закрепляем гвоздиком. Гвоздиками. То есть забиваем и оставляем на сколько? На час где-то, до полного высыхания. Ну, то есть часа примерно достаточно. Да. Хорошо, я вижу, что вы заготовочку сделали заранее, да, я думаю, здесь в этом процессе нет ничего сложного. Дальше что мы делаем? Все убираем. А с каким мехом проще-то работать, если вот делать подобные платочки? Это все-таки норка, соболь или что? Норка и соболь, да, вполне. Вполне, да? Да. Писец? Писец, он слишком Пушистый. пушистый будет. Лучше из тонких. Ну вот, Хорошо. заранее подготовили. Сейчас мы будем, вот это надо убрать. Убираем, хорошо. Мы заранее вот подготовили синтепон и подкладочную ткань для обтачки. А вот ширина какая, если брать в частности здесь, и длина принципиально важна же? Примерно ширина 10-12 сантиметров, и снизу можно заужить до 8 сантиметров. До 8. И синтепон, соответственно, такого же Да. размера, да? Синтепон в один слой или в несколько? Вот толстый, 200 грамм. Хорошо. И вот все ровности убираем, подготавливаем. Вот так должен быть выглядеть. То есть это немножко длинненький, да? Потом Да. подрежем. Да. Так, Первым убираем. делом. Линейка нужна нам. А у вас вот любовь, я вижу, у вас здесь работы выставлены, да, любовь к работе с мехом. Да. Это вы самоучка или у вас есть образование, Нет, Виктория? у меня образование, я училась в колледже технологии и дизайна. То есть там получили все вот эти навыки, да, основные? Но душа больше лежит к национальной одежде, да, к работе с мехом? Или сейчас уже переходите на что-то современное такое? Нет, Больше? я продолжаю так работать. У меня меховое ателье было, 6 лет я проработала, но все закрыла. А сейчас же вот идет такая мода, что все за экологию, и вроде бы мех типа уходит куда-то в сундуки, и экодвижение вообще запрещают, да, этим пользоваться. Все равно у вас-то есть заказы сейчас, люди все равно любят у вас меха, да? Ну, Якутия, она такая, нуждается все равно. Да, в меху, да. Мы сейчас с вами убираем вот крайне ровный, вот да? неровности. Это старый же все равно мех.
Вот так аккуратненько, ювелирная работа, да, практически. Мгм. Ножик для творчества. Мгм. То есть ничего специального, там, какого-то резака по Да. меху не надо, да? Для тонких мехов не надо. Мгм. А если толстый мех, то там Да. уже специально, да, Да. нужно Мгм. оборудование? Для унтов там. Мгм. А вот такие платочки сейчас прям очень полюбили модницы, да? Ну, потому что удобно, да, накинул так, потом Мгм. скинул его, да, и он у тебя как платок лежит на плечах, да, потом опять, особенно для тех, кто На машине. на машине, да, не стоит на автобусных остановках. И очень красиво, потому что платочек может быть любого другого цвета, правильно? Да. Так, хорошо. Отрезаем только мездру, кожицу. Осторожненько, чтобы лишние пушинки не отрезать. А, то есть вот эту кожицу, вот сам вот этот волосики эти не режем, да? Да. Только кожицу. Так, Отлично. отрезали. С этой стороны у нас нормально. Мгм. Так. Теперь мерим Как? Что мы должны измерить? длину. Примерно 65 сантиметров, и одна сторона около 32 Двух с с половиной. половиной. Мгм. То есть от центра головы, да? Здесь Да. 32,5, здесь До 32. подбородка. До подбородка. Хорошо. Это стандартный размер. Мгм. Примерно вот так вот. Так сделаем. Мгм. Ну там, да, тут же уже застежка может быть, да, здесь может быть и подлиннее, поменьше. А по работе с мехом вот так перед тем, как работаешь, да, нужно обязательно его растягивать, да, все-таки? Да, обязательно надо растягивать любой мех. Иначе потом что может случиться, если не растянуть? Ну, Сядет? уже все ясно будет, что там не растянули. Да, видно будет. Да. Мгм. Так, отрежем. А у вас вот как у мастера есть вот, допустим, любимый материал, с чем вы очень любите работать? Норка. Норка? Да. И соболь, естественно. Так. Теперь Что дальше сюда уже зашиваем на машинке. А, то есть сейчас нужна будет машинка. Мгм. Прям так сразу начинаем строчить. Да. Откуда берем? С центра? Мгм. Тут наметить надо. Отмечаем. Середину Мгм. и будем шить. То есть это Вот так. хорошо. Так, но здесь нам нужна в любом случае, дорогие друзья, машинка, да, швейная. И мы сейчас посмотрим, как это все ловко и быстренько соединит Виктория. Наш теплый шерстяной платок с норковой отделочкой. Виктория, а есть ли какие-то определенные советы, допустим, да, по работе с мехом? Нужна ли специальная машинка, специальные иглы, нитки? Или вот в вашем случае, что за машинка у вас? У меня обычная машинка бытовая, как у всех женщин есть. Ага. Ошибочно, что думает, только машинки по меху только шьют. Можно на такой машинке шить. Настраиваем на зигзаг, шаг маленький и Вперед. строчим. Да. Обязательно ставим меховой мех сверху, Угу. а ткань снизу. Хорошо. Вот так спокойно можно шить. А, то есть обязательно зигзаг, да, Да, здесь нужен? обязательно зигзаг.
Так, вот это вот мех убираем. Вовнутрь, да, чтобы не вовнутрь. торчало? Да, Обязательно. Обязательно. А то Это есть- надо учесть. Да, то есть смотрите, мы сейчас, когда зигзагом шьем, то есть дополнительного какой-то оверлока, да, или обработки Да, края не надо, да? Не надо. Просто вот так зигзагом все схватится. Все аккуратно шьется. А какие нитки нужно определенного плана использовать или обычно? Нитки обычные швейные, но тут надо заметить, я использую армированные, то есть на капроне. Они прочнее, да? Да, они прочнее. И вручную, и в машинке. То есть любая машинка может шить мех. А многие боятся, думают, сломают или испортят, да? На самом Некоторые деле- вообще не знают. Думают только по ткани. Может шить. Ну вот так вот, да? С легкой руки. Какая красивая строчка. Да, давайте покажем, посмотрите. Все очень аккуратненько, все Все четко. захватили с двух сторон. Ничего не торчит. Все захватило. И одну сторону. Сделали. А есть ли еще какие-нибудь, может быть, советы или лайфхаки для рукодельниц, вот, которые дома самостоятельно сидят, образование не получили, но хотят быть такими же опытными, как вы? Да, Что еще? любая может так шить. А вот такие шерстяные платки где можно приобрести? Прям я смотрю, прям шерсть, такой прям очень теплый материал. В специальных магазинах где-то или где? Я купила на столичке. Да? Да. И там есть За такой. 500 рублей. А, Есть еще платочки на флисе. Очень теплые тоже. И с рисунком. Можно приобрести такие с рисунком. красивые, да, Да. такие, как с руссконародным орнаментом, да? Да. Вот примерно вот так получилось у нас. Мы сюда поставим синтепон и один край обтачка. Так, сейчас будем обтачку шить. А что такое обтачка, если простым языком сказать? Обтачка — это вид обработки края. Ну, сейчас лучше показать, да, наверное, на деле, как это будет. Опять машинка. Также шьем на зигзаге. А берем ленточку, да, атласную? Нет, это подкладочная. А, это подкладочная. Определенной ширины или на Да, глаз? примерно 3,5 сантиметров, не больше. И мы, получается, этой лентой обрабатываем края, которые у нас Да. не пришиты к платочку, правильно? Да, мы будем шить вручную потайным швом. То есть и вот так по периметру нашего кусочка норочки мы должны это все обработать вот такой вот лентой. Тоже так же с зигзагом. Да. Начиная прямо с одного края, потом вот так в длину и потом до другого края. Тоже мех прячем. Прячем Прячем. вовнутрь. Ага. У вас, наверное, в семье никто не выбрасывает старые меховые изделия, да? Все к вам, наверное, несут, да? Да, верно. Шуба старенькая, принесли к вам, да? Шапка надоела, тоже к вам. Все вы переделываете, да? Вторую жизнь меху даете. Да. Пока вот шьете, я бы хотела показать ваши работы. Обратите внимание, дорогие друзья, вот работы, которые сделала Виктория. Переделана шубка, мы видим, да? Каракуль вставили, да, или что это? Ага, это искусственный А каракуль. искусственный каракуль, да? Потом мы видим модные трендовые унты из норки, да? И даже курточка у вас с подкладом тоже из норковой шубы. Утепленная. Я, кстати, это купила на Юле.
Шубу старую. шубу старую и утеплила. Как бы. Курточку. Получилась такая тоже трендовая вещь. А унты у вас наверху обработаны настоящим каракулем, да? Да. Тоже, наверное, со старой шубы какой-нибудь, да? И стразами еще красными расшили, это чтобы помоднее выглядели. Такие унты только у меня. Виктория, а кто привил любовь у вас вообще к шитью? Мы часто задаем этот вопрос, потому что сейчас молодое поколение смотрят, да, стараются найти свое увлечение, да, и посещают различные мастер-классы. Сейчас столько возможностей, да. А ведь, допустим, в наше время, да, кто-то должен был все равно к этому привести. Моя бабушка. Бабушка шила, да? Она научила меня шить. И вы пошли по ее стопам. А так у меня в семье все рукодельницы. А, рукодельницы, Да. все что-то умеют делать, да? Да. Шьют, вяжут. Мама моя, например, унты шьет. Всем нам. Давайте покажем, что у нас получилось, да? Вот обтачку мы пришили. С той стороны, наверное, надо показать, да? Стой. Вот, смотрите. То есть внизу, с нижней части у нас пришит платочек. Здесь у нас норочка, а вот здесь вот это Обтачка обточка, да. из подкладочной ткани. Угу. Так, сейчас мы тут поставим синтепон. Угу. Вот мы после того, как намочили, растянули, кожа становится все равно грубая. И, Ну, мы слышим такой шорох, да, и даже вот на ощупь она и такая, как будто вот как картон. твёр- ага. Да. И чтобы это смягчить, и мы делаем простой крем для рук, Мгм. мажем. Вот так смело, не боясь. Ага. Так. Мгм. То есть так Теряем. мастерицы делают, да? Раньше-то крема не было, да, но в 21 веке можно и так смягчить. Раньше делали кефиром или сметаной, например. Мы делаем кремом. Чем жирнее, тем лучше. Мгм. Можно детским, наверное, кремом жирным, да? Да. Наш всё. платок почти готов, да? Так, Синтепон. теперь вот эту синтепон лишнее убираем. Синтепон тоже по размеру нашего вот этого норочки нашей, да? Это убираем. И сюда прямо ручным стежком закрепляем. Синтепон Да, к меху. да. Хорошо. Прямо посередине. А, то есть мех прям прокалываем. Ага. На клей ничего не надо садить, лучше на Нет, ниточки, да, все? ага. Клей испортит мех. Мех. А, ну тут можно так хаотично, да, главное прошить. Главное, чтобы держался Мгм. синтепон. Прозимовать можно в таком платке? или- Нет. Нет? Нежелательно, Нет. да? Лучше осень, весна, да? Да. В марте как раз будет, ну, в конце, середины марта можно носить. А иголки вы тоже простые используете или надо для меха? Иголки тоже простые. Для меха, мне кажется, не надо. Для тонких мехов. Для унтов, конечно, отдельная иголка. То есть
по сути-то это не совсем сложный процесс. Буквально там за 30 минут можно создать себе головной убор, да? Да. Если все под рукой, Всё. машинка, главное платочек, кусочек меха и вперед, ничего сложного в этом нет. Вот самое главное размеры знать. Мгм. И то здесь все размеры же они это примерные, да, то есть можно, наверное, плюсом меньше там 2-3 сантиметра, ничего страшного не будет, да? Мгм. Так, всё. Синтепон пришит, и следующий этап. Сейчас мы подкладочную ткань должны соединить с синтепоном. Так вот захватив, так же, как и синтепон пришили. А сейчас вот модницы часто приходят к вам переделывать шубы? Да, это очень популярно. Популярно? Да. Шубы все-таки. Мгм. Даже больше не головной убор, наверное, а шубы, Да, да? шубы. Переделывают в основном парки. Парки, Ну, да? как вот. А, то есть куртка. курточки, а Мгм. внутри норочка, да? Да. Это очень популярно уже несколько лет. То есть мы утеплять весь платок не будем, только вот нашу вот Ага. эту часть, да? Да. Так. А потом этот платок стирать, наверное, нежелательно будет, да? Потому что все-таки это мех, или можно? Нет. Мех Ни в коем случае нет, да? Нельзя. Только на химчистку сдавать. Мгм. Или можете чистить мех отдельно, Мгм. тряпочкой вот так, намочив спиртом или водкой. Мгм. Синтепон делает пышнее. Объем придает, да? Да. Уже вот чувствуется, что пышное и Мгм. объемное. Здесь, то есть, не нужна, там, допустим, машинка, да, оверлок, не нужно Нет. ничего, да, такого плана. Мгм. Здесь только ручная работа и обыкновенная машинка, да? Машинка. Мгм. Если даже машинки нету, можно Всё вручную вручную шить. делать, Ага. да. Это достаточно быстро делается, шьется. Мгм. Можно и обойтись без машинки. Так, Следующий этап. вот так все пришили. Заготовочка вот наша, да, готова практически. Мы видим вот наш синтепон, мех и, как вы правильно сказали, вот это? Обтачка. Обтачка. Следующий этап. Мы должны Сюда вывернуть уже. да? вывернуть и ручным стежком потайным вот так все Прикрепить, да? прикрепить. Ага. Тут уже только ручки помогут, да? Мгм. То есть ничего отпаривать пока не надо, да? Пока не надо. Это последний этап. Мгм. Так. Несмотря на Так, то, ну. что у нас там несколько слоев уже, да, материала, он все равно достаточно легко прокалывается, да? Мгм. Обратите внимание, вот мех должен вот так лежать. Отступать, то есть от ткани, да? Да. А не ткань. А не вот так. То есть вот этот край важен. Вот так не пришиваем, потому что у нас тогда будет вокруг лица видна Да, ткань. ткань будет Нам нужно, видна. чтобы мех немножечко Ага. выступал. То И есть как будто мех отсюда выходит. из лица выходит. Ага. Так, берем от ткани платка, потом от обтачки. Мгм. Потом опять к платку стежочек. Мгм. Вот так. Потайной шов для тех, кто не знает, что это такое. Потом опять обтачка. Вот видите, Мгм. ничего не видно. Нитки не видно. Мгм. Стежок на платке. Стежок на тачке. Тачки. И все, и получается, вот он, потайной стежочек будет выглядеть так, да, когда у нас не видно здесь нитки, ничего, но все будет пришито. И так по всему периметру. Ага. Тут еще застежка будет в виде кнопочки обычной, или можно крючочек сделать. Мгм. Любой другой пойдет.
Процесс пошива нашего платка с отделкой из норочки практически готов. Осталось приделать кнопочку, да, про которую вы говорили. Обыкновенная железная кнопка. Не нужно придумывать велосипед, все просто, да? Пришивается просто снизу. С внутренней стороны, Ага. Пришиваем там, где заканчивается мех. да? Мгм. Сразу на этом уголке, да? То есть вот чтобы у нас прям все было ну тут, да? Ага, чтобы Туго. голову держала, на голове держалась хорошо. Финальным этапом нужно отпарить меховую часть. Нашего платочка, да? То есть вот так смело. Да, вы можете даже отпарить утюжком просто, обычным утюгом. Но так аккуратненько все равно надо, да? Опасно? Да, горячо. Так. Всё. И все нужно расчесать. Против? Снизу вверх. То есть против шерсти, да? Это обычная чесалка для животных. Для животных. Ну что, вот буквально в течение получаса, если, конечно, вы уже подготовили заранее, растянули мех, подготовили платочек, в течение получаса можно сделать вот такой замечательный головной убор, который будет радовать вас, будет радовать окружающих, потому что это не просто красиво, это еще очень тепло, уютно и очень даже практично, потому что можно сегодня быть в коричневом платке, да, завтра можно быть в цветном, в красном и так далее. Все закрыто, ничего не продувает. Ну и, конечно, богатые меха – это всегда приятно видеть на девушках. Спасибо большое, Виктория. Мы желаем вам творческого вдохновения, конечно же, и, наверное, побольше каких-то гениальных идей. Спасибо.